Николаеву. Дорогие друзья, у нас сегодня замечательный день. Мы открываем очередную теплую остановку. Их у нас уже 19 вместе с этой. Это один из тех проектов, которые очень нравятся жителям нашего города. Уверен, что благодаря тем механизмам государственного, муниципального, частного партнерства, которые у нас в городе разработаны, вот таких остановок у нас будет еще больше. Потому что планы у нас большие. На самом деле эти остановки очень востребованы. Большая благодарность всем нашим службам, благодарность предпринимателям города, которые берут на себя вот эти обязательства и такие теплые остановки, которые на самом деле комфортны и летом, и зимой для наших жителей. Вот такие у нас открываются. Поэтому добрый путь, ну и чтобы таких остановок у нас было больше и больше. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется председателю Якутской городской думы Александру Александровичу Савинову. Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые коллеги, жители города, сегодня этот социальный проект, наверное, конкретный пример муниципально-частного партнерства, именно взаимодействия властей города с нашими предпринимателями. Ну и, наверное, не стоит говорить, для чего такие остановки нужны. Это в первую очередь, конечно, социальная направленность. Это то, что в наших суровых климатических условиях люди будут не просто там на улице находиться в наши суровые морозы, а находиться в теплом помещении, где все есть, и мониторы, и кофе, да? И кофе есть. Поэтому это замечательный пример вот именно муниципального частного партнерства. И, конечно, вот эта программа и дальше будет работать и должна работать. Всех с праздником наступающим! Слово предоставляется директору ООО «Востокпромстрой» Айне Ивановне Неустроевой. Добрый день, дорогие Арсений Сергеевич, Александр Николаевич, все гости, все участники нашего открытия теплой остановки. Хотелось бы немножко рассказать об этой теплой остановке. Наша фирма впервые в нашей республике была создана программа государственно-частного партнерства, и она имела честь участвовать в строительстве детских садов. То есть мы первые тоже начали строительство детских садов и построили один из прекрасных детских садов в селе Барагонцы на 240 мест. Сейчас у нас в очереди стоит в селе Хатыстыр Алданского улуса тоже детский сад. И тоже очень горды тем, что нам удалось первыми осуществить в городе Якутске концессионное соглашение. Это теплые остановки. Мы хотим развиваться в этом направлении. Хотелось бы еще добавить что-то интересное, что-то такое для того, чтобы жителям было на самом деле комфортно находиться в наших остановках при ожидании автобусов, так как суровые зимы действительно имеют место быть. Поэтому милости просим вас в наши остановки, просим на наши кофе, на наши чаи. И очень благодарна за доверие, оказанное именно нашей фирме осуществлению концессионного соглашения. Спасибо. Слово предоставляется жителю Октябрьского округа, председателю Женсовета Октябрьского округа Вере Прокопьевне Аммосовой. Дорогие жильцы города Якутска, гости, мы очень рады за такой подарок. Главное, нашим руководством Арсению Сергеевичу и Александру Александровичу вы нам подарили такой социальный объект, который нужен прежде всего нам, жильцам этого округа и всем горожанам. И накануне Победы я всех поздравляю с Днем Победы. И нам очень нужен эта остановка, потому что в лютые морозы, снег и дождь мы можем здесь немножко отдохнуть, привести в себя и онлайн следить за остановками, которые нам нужны. Спасибо вам всем, горожане, и нашему руководству.
Вашему вниманию презентация теплой автобусной остановки, которую проводит исполняющий обязанности директора Востокпромстрой Иван Русланович Алибеков. Приветствую всех. Как уже выше было перечислено, вкратце расскажу об этой остановке. В нем имеются данные монитора для слежения автобусов. Также будет работать БАС-14, приложение, которое будет показывать каждый автобус, который находится. Также мы поставим транспортные карты Алмазэргенбанка, терминал для его пополнения. Так, еще будет кофемашина. Ну и в дальнейшем будем развиваться, будем совершенствовать. Да, и есть розетки для зарядки телефонов, можете свободно пользоваться. Также есть бесплатный доступ в Wi-Fi, свободная точка. Вот. Да, ну, это всё. Спасибо. На этом церемония торжественного открытия теплой автобусной остановки завершена. Дорогие друзья, приглашаем всех на общее фотографирование. На память. Канун праздника. Так, смотрим на меня. Раз, два, три. Ага. Есть. Дорогие друзья, теперь просим всех посмотреть действующее кафе. Приглашаем всех в кафе теплой автобусной остановки. Такие молодцы, они на автовокзале стоят, я не знаю. Да, примата. Она достаточно такая вкусная, интересная. Вот. Мы думаем, что люди вокруг покупать кофе и ждать наших клиентов. Ну, это интересно, как бы новое, то есть здесь немножко тоже надо будет честь, как для потребителей информацию. У них неплохие торги, достаточно интересно. Подтвердить, что есть производители. Сами все делаете? Да, абсолютно. Но формат немножко поменяли. Вот это, наверное, правильно, не должно быть одинаково. Кофе можете угостить? Ну, пока, потому что дальше... С тобой можно, Александр Сергеевич. Ну, молодцы, успехов. Спасибо. Счастливо, удачи. О, теплые остановки, вкусная закуска.